Вы смотрите новости в прямом эфире на Якутия-24. В студии работает Василий Раченко. И вот о чем поговорим в этом выпуске. Алроса повысила свой рейтинг на международной арене. Компания перешла из статуса стабильной в позитивную. Есть ли еще куда расти? И что для этого нужно сделать алмазному гиганту? Несколько десятков студентов в Алдане объединились, чтобы работать во благо жителей города. На счету волонтерского клуба «Доброволец» уже сотни добрых дел. Как ребята помогают людям и что заставило их стать волонтерами? В честь Дня славянской письменности и культуры в Якутске выставят работы художника Мюда Мечева, где и когда можно будет воочию увидеть легендарные гравюры. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз по долгосрочному показателю Алроса со стабильного на позитивный. Сам рейтинг подтвержден на уровне BB+. В соответствии с применяемой методологией дальнейшее повышение рейтинга Алроса возможно в случае повышения рейтинга Российской Федерации, который в настоящее время оценивается агентством на уровне BB-. Алроса на последнее время существенно снизила свою долговую нагрузку, досрочно погасив и реструктурировав несколько банковских займов. По состоянию на конец квартала этого года общий долг компании составил около $1 миллиарда, что на $600 миллионов меньше, чем кварталом ранее. Егор Борисов прибыл с якутской делегацией в Санкт-Петербург. Целью поездки стал 22-й Международный экономический форум, и сегодня он примет участие в работе 2 сессий. Дальневосточный прорыв «Как стать лидером роста частных инвестиций» и технологический прорыв и пространственное развитие страны. В первый день также запланированы встречи и переговоры Егора Борисова с президентом компании British Petroleum, с генеральным директором, председателем правительства компании Алроса и генеральным директором Дальневосточной энергетической управляющей компании. Также руководитель региона даст интервью для федеральных СМИ. А уже завтра ожидается начало работы паромных переправ на маршруте Якутск-Нижний Бестях. Об этом сообщил министр транспорта региона Семен Винокуров. По его словам, в этом году на маршруте задействуют 10 судов, и они уже готовы к работе. В этот же день, 25 мая, планируют открыть навигацию и маломерных судов в 9 районах республики. Это Амгинский, Чурапчинский, Татинский, Ленский, Алекминский, Алданский, Усть-Майский, Мирнинский и Сунтарский районы. А сколько в этом году будет стоить паромная переправа? Госкомцен опубликовал официальный прайс, который вы сейчас можете видеть на своих экранах. Предельные максимальные цены на перевозку пассажиров, транспортных средств и грузов на пароме, следующему по маршруту Якутск-Нижний Бестях, остались без изменений. Отметим, что утвержденные тарифы являются предельно максимальными, то есть стоимость перевозки определяется самим перевозчиком, но не может быть выше утвержденной Госкомцен. Продолжая тему, Якутцемент одним из первых в республике принял навигацию 2018 года. 23 мая к заводскому причалу подошло для разгрузки первое судно СОТ 1116. Предприятие погрузит первый цемент для отправки в Пеледуй на строительство трубопровода «Сила Сибири». Также цемент доставит в Вилюйскую группу районов, в города Мирный, Ленск, Алекминск и в компанию «Алроса». Всего в текущую навигацию речным транспортом Якутцемент планирует отгрузить 164 тысячи тонн продукции. Ну, шли нормально, практически по чистой воде, без ледохода. Ну, в некоторых местах приходилось останавливаться, пережидали, потому что были большие заторы. Ну, так в основном нормально пришли, зашли. Вот сегодня утром подошли сюда. Ну, наверное, неделю-то шли мы сюда, примерно так. Ну, все ночевали, стояли, ожидали заторы. На ночь вставали. Утром опять отходили. Где затор пронесет, информацию передавали нам, говорили, и мы дальше шли. Аэропорт Ленска сегодня возобновил свою работу. В соответствии с информацией диспетчерской службы авиалиний, вылеты продолжились в штатном режиме. Также нам уточнили, что 22 мая было отменено 2 рейса и 23-го 4 вылета. Сейчас в Ленск выполняют рейсы авиакомпаний Ир-Аэро, Якутия и Ангара. Напомню, ранее в аэропорту Ленска были отменены все рейсы из-за размыва взлетно-посадочной полосы. 65-й день рождения отметили на малой родине второго президента Якутии в поселке Хандага Тампонского района. Там работала и его мать Нина Ивановна на месторождении, и откуда его самого и жену забрал молодой офицер-подводник Анатолий Тихонович Штыров. О судьбе семьи в материале Нины Ханаровой.
В стенах детища Вячеслава Штырова в горно-геологическом техникуме прошел вечер-концерт, посвященный 65-летию со дня рождения знаменитого земляка, второго президента Республики Саха-Якутия. В зале не было свободного места. Поучаствовать в этом мероприятии пришли и стар, и млад. Все были рады выказать свою благодарность и уважение. После наводнения 2001 года для поднятия морального духа жителей поселка Хандыга, в том числе, которое очень пострадало в это наводнение, было принято решение о проведении третьих спортивных игр в поселке Хандыга. И как никогда действительно произошло огромное сплочение населения не только поселка Хандыга, но и всего Тампонского района. Будучи президентом республики, Вячеслав Анатольевич немало сделал в области социально-экономического развития родного края. При нем началось интенсивное строительство промышленных и социальных объектов, жилья во всех районах республики. И Хандыга не стала исключением. За время его работы построились десятки объектов. Сразу после наводнения 2001 года храм Петра и Павла в Хандыге, современный больничный комплекс, горно-геологический техникум, школы в каменном варианте в ряде наследов района, промышленные объекты. Вячеслав Анатольевич был инициатором и вдохновителем проекта «Тампонский горно-промышленный район Республики Саха-Якутия», проведение первого муниципального инвестиционного форума в Тампонском районе, в котором приняли участие правительство республики, представители землепользования не только региона, но и России. Техникум был создан в рамках схемы развития производительных сил Северо-Востока Республики. И наша задача – обеспечивать техническими рабочими кадрами развивающиеся предприятия Северо-Востока нашей республики. В настоящее время Вячеслав Штыров, как видный политик, работает на федеральном уровне, но не забывает и свою малую родину – поселок Хандыга. Нина Ханарова, Мария Винокурова, Андрей Сокар, Хандыга, Тампонский район. При Алданском политехникуме работает клуб «Доброволец». Он уже успел собрать несколько десятков студентов, помочь по хозяйству ветерану, провести акцию, устроить праздник детям. На счету волонтеров сотни добрых дел. В клубе добровольцы рассчитывают, что смогут организовать свою деятельность с максимальной пользой. Продолжение темы в сюжете Татьяны Вахниной. Мы объединились, чтобы наша деятельность стала более масштабной и плодотворной, говорят студенты Алданского политехнического техникума, ставшие членами вновь образованного клуба «Доброволец». Официальному открытию клуба был посвящен торжественный концерт. Под сенью единства, убеждены ребята, они научатся организовывать свою деятельность с максимальной пользой. Студенты занимаются различными акциями, участвуют в Алданском районе во всех конкурсах, также во всероссийских и международных уровнях. Участвую на «Детях Азии» постоянно. И вообще волонтером быть хорошо, то, что ты помогаешь людям безвозмездно. Автопробеги, социально-правовые игры, общественно полезные акции – на счету студентов-волонтеров сотни добрых дел. Благотворительные традиции в техникуме давние и крепкие. Сегодня без участия студентов не обходится ни одно мероприятие. Большую часть детям. А так и ветеранам, и просто людям, которые нуждаются в помощи. Каким-то родителям, которые тоже нужны. Нужна поддержка, так скажем, какая-то финансовая или еще какая-то. На торжественном открытии клуба самые активные помощники-волонтеры были награждены благодарственными письмами от главы района. Членами добровольца стали порядка полусотни юношей и девушек. Множество начатых ранее дел и акций предстоит довести до логического завершения. К реализации ряда проектов ребята приступили недавно. Таким образом, в новой ипостаси работу добровольцы начинают отнюдь не с нуля. У нас богатая история, мы уже занимаемся более 10 лет именно добровольческой и благотворительной деятельностью. Для нас очень отрадно и гордо, что Владимир Владимирович Путин 2018 год объявил годом добровольца и волонтера. И в рамках нашего политехнического техникума мы можем организоваться и создать действительно хорошую базу из волонтеров. Членами добровольца будут не только студенты, их родители и педагоги. В клуб может вступить каждый, кто желает делать добро ближним. Волонтеры ожидают, что в ближайшее время численность клуба возрастет. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Сегодня в России отмечают День славянской письменности и культуры. В честь этого праздника в Якутске сейчас проходят праздничные мероприятия. На месте событий работает наш корреспондент Саргалана Федорова. Она расскажет о ходе праздника. Саргалана, здравствуй, ты в эфире. Здравствуй, Василий. Здесь собрались любители и почитатели письменности. Вспомните святых Кирилла и Мефодия. Больше 1000 лет назад
Больше 1000 лет назад салунские братья создали славянскую азбуку, которая стала прародительницей современного русского языка. День славянской письменности отмечают по всей стране и все те, кто пользуется кириллицей. В Якутии проживает около 130 национальностей, и всех их объединяют русский язык и русская письменность. В Якутии День славянской письменности отмечают с 1991 года. У истоков празднования этого дня стоял отечественный языковед, ветеран-фронтовик Николай Самсонов. Большую часть своей жизни он посвятил русскому языку, стоял на страже его чистоты и распространения в республике. Также сегодняшний праздник посвящен и первой книге каждого человека – азбуке, поэтому особое внимание детям. Главным украшением мероприятия станет сводный детский хор. Также сегодня вручают премии главы Якутии в области сохранения и изучения родных языков. У меня пока все. Василий. Саргалана, спасибо. Я напомню, что на месте событий работала корреспондент Якутия-24 Саргалана Федорова. Более же подробно о праздновании Дня славянской письменности в Якутске смотрите в вечерних выпусках новостей. Также к этому празднику в Национальном художественном музее открылась выставка художника Мюда Мечева. В экспозиции представлены гравюры заслуженного художника, ведь День славянской письменности и культуры непрерывно связан с его именем. Каждая гравюра – это произведение искусства, открывающее многовековую историю духовного становления одной из самых почитаемых христианских святынь. Более 150 работ вошли в книгу «Повесть временных лет». Жители и гости города могут воочию увидеть 12 замечательных произведений. Выставка будет работать в основном здании музея до 30 июня. «Повесть временных лет» книга – это свод летописных сказаний о становлении российского государства, о принятии христианства на Руси, о деяниях русских князей и о раннефеодальных распрях. И вот в своих гравюрах Мечев Мюд Мариевич попытался очень правдиво и верно отобразить вот эти старинные события, и чтобы как-то зритель, вернее, ощутил дух времени, он применил в них технику древнерусской книжной миниатюры. Некоторые встречи забываются сразу после прощания. Некоторые остаются с человеком на всю жизнь. В стенах Алёкминской коррекционной школы встречу с сотрудниками Росгвардии ребята точно запомнят надолго. Ведь столько ярких впечатлений и нового узнали они за это время. Елена Фас с подробностями. К этой встрече ребята готовились задолго до события. Не хотелось ударить в грязь лицом. Поэтому еще за месяц, то и дело, в коридорах коррекционной школы были слышны команды и четкая дробь каблуков. Подготовка была очень долгая. Были задействованы абсолютно все и учителя физкультуры, и классные руководители. Даже где-то порой слышишь в кабинете: раз, два, три, четыре. Думаешь, о, подготовочка идет. Со своей стороны гости постарались удивить и не только рассказали о работе, но и дали возможность потрогать настоящее оружие. Это вызвало наибольший интерес не только у мальчишек, но и у девчонок. Сотрудники Росгвардии показали боевые приемы борьбы, автоматическое и табельное оружие, экипировку сотрудников Росгвардии. Также мы очень рады, что нас пригласили в коррекционную школу. А еще ребятам показали подготовку сотрудников службы. Четкие движения заслужили общие аплодисменты. Что дают такие встречи? Во-первых, знакомство с профессией, а еще исподволь воспитывают чувство гордости за свою родину. Встреча подходила к концу, участникам вручили грамоты и призы, но еще долго ребята не расходились. Не часто бывают такие интересные встречи. Обязательно. Для наших детей, мне кажется, это вообще просто больше всего на свете. Елена Фас, Максим Копылов, Алёкминск. А к этому часу у меня все. Мы продолжим следить за развитием событий. Я напомню, что еще больше актуальной информации вы найдете на нашем официальном сайте yak24.ru. Спасибо за внимание и всего вам доброго.